Детский сад – образовательное учреждение для детей дошкольного возраста. Они могут быть государственными, муниципальными и частными. Самый первый в мире детский сад был организован в 1837 году немецким педагогом Фридрихом Вильгельмом и Августом Фребелем в городе Бад-Бланкенбурге, а его открытие состоялось 28 июня 1840 года. А в России первое дошкольное учреждение появилось в 60-х годах XIX века. В Чеченской Республике в настоящее время функционирует более 180 дошкольно-образовательных учреждений. Первым социальным институтом жизни ребенка является семья. Именно из общения с близкими взрослыми он получает свои начальные знания. Вторым социальным институтом является детский сад. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Формирование личности детей происходит в первые 7 лет жизни. От того, какой фундамент будет заложен, зависит дальнейшее психическое состояние ребенка. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого из них зависит от мудрости воспитателя, его терпения и внимания к внутреннему миру. Доброе сердце ребенка – счастье родителей, а доброе сердце воспитателя – счастье детей. Стремление к общению заложено в природе человека, и воспитатели в легкой, ненавязчивой форме помогают развить им познавательные качества общения. В возрасте около 3 лет у них появляется и усиливается такая потребность. Им сложно общаться со взрослыми на равных. Находясь в компании сверстников и общаясь с ними, они находят себе товарищей со схожими интересами. Вместе они выбирают правила игры, учатся подчиняться и выполнять правила других. Основная функция детского сада, как социально-образовательного учреждения, оказывать педагогическую помощь и поддержку семьям своих воспитанников. На развитие ребенка садик влияет очень положительно. Ребенок бывает постоянно под наблюдением воспитателей, нянечки, бывает ухоженным. Как мы все знаем, в школе сейчас очень сложная программа. Если ребенок у тебя ходит в садик, то он бывает очень хорошо подготовлен к школе. Например, наши дети уже учат здесь уже алфавит, знают, как себя вести. С прошлого года у нас есть урок основ ислама. Например, мой ребенок читает бисмилл. Мы даже были удивлены, когда он первый раз пришел домой и без всякой зацепки начал читать. Умеет читать и салават, и ашад. Главным доказательством эффективности является успешное поступление ребенка в школу. Ведь в последнее время условия школ по приему первоклассников несколько изменилось. К 5-6 годам в подготовительной группе дети получают системные знания по решению простейших задач на сложение и вычитание. А также одним из важных достижений детсадовской подготовки к школе является способ концентрироваться на занятиях, не отвлекаясь выслушивать задания взрослого, ориентироваться в страницах тетради и книги, правильно сидеть за партой, держать карандаши и ручку. А теперь смотрите, сколько колокольчиков у меня в руке? Постарайтесь поднять руку красиво. Сколько колокольчиков у меня в руке, Риза? 5, 6, 7, 8, 9, 10. В отличие от многих воспитателей, которые у нас работают, я работаю не так давно, я работаю только 5-й год. Если говорить о том, почему я выбрала эту профессию, не знаю, из-за любви к детям. И, конечно, когда ты можешь что-то дать детям, что может им помочь в жизни, в дальнейшей жизни, то для меня это имеет большое значение. И мне очень приятно отдавать детям, обучать детей всему,
что мне кажется важным для них. И не только я даю этим детям много дети дают мне взамен. Работая с этими детьми, я узнаю очень много нового для себя. Большое значение в нашей работе, конечно, имеет развитие логического мышления детей. И для того, чтобы именно логически развивать детей, мы стараемся развивать логику детей посредством большого количества развивающих игр. Развивающие игры грамматические, математические игры, просто логические игры, где ребенок должен подумать, прежде чем ответить, делать выводы для себя. Основной целью работы в подготовительной группе является подготовка детей к школе. Конечно, учитывая новую программу, новая программа значительно облегчила нам работу, потому что большая часть познаний, которые мы даем детям, происходит в игре. Конечно, ребенок лучше усваивает. В процессе игры необходимые знания даются ребенку легче, нежели чем когда они сидят на занятиях и, конечно, устают. Все это для них тяжело. Ну и, конечно, в свою очередь мы стараемся вырабатывать и усидчивость, и логическое мышление, чтобы этому ребенку было также несложно сидеть 30 минут в школе на занятии. Все это входит в новую программу ФГТ, которой мы в данное время руководствуемся. Основа воспитания подрастающего поколения – это изначальное установление в их сердцах веры в Аллаха, всемогущ Он и велик, и прививание им преданности Ему. Хижр аль-Кур'ан тикадешнас тикачакячи дешнячи смуфтията куз баба яитанюксу. Окбершен хих эл окжейнац асламаз до эл жейнац буах би эле итаню хара ди шо ялшо ширш доуч берш леран жейндо кутеха бисмилла этхага нис дишер до ламаз иецер из дахветтандер антер из докутех жейндя окберш сани самукадо кардик шейк شين آن ديشتك دعلوتس دقيقة قيت قارج أو سمو دوغسا قار آن ديشتك خيت خزخيت قيت أو خو إبواغ بيز قانت آموشتشون قزح يوغ أسدي آن ديش وخيوق قيت بولش رديتيشنا ريز بولش هندو قي بايخ مرخلات ديلير سلام مارشال خيل تنخلاتنا بالخ بأخ قدا قرآن شر سورة عامدنا هذا دخن شرح وشرح وقربنا يخكل دو قردو قدا عامدير دو. Милостью Аллаха по отношению к нам является то, что дети растут в исламе. Нужно обсуждать с ними ислам с малого возраста, указывая на положительное и вдохновляя их говорить открыто и честно с вами. Необходимо стараться быть исламской моделью для подражания. Лучшим условием воспитания является хороший пример. Иначе как же возможно побуждать своего ребенка совершать молитву, если он видит, что родители его пропускают? Знай, твое благочестие и праведность будут защитой для твоих детей при твоей жизни и после твоей смерти. Bismillahirrahmanirrahim. Вайндейл мило. Вайдил Аллаху. Аллах мило. Allah musualamış adamış malikaş akarajinaş üşkobuş üşkolina. Deyok. Bu? Вайндин худинду. Vaydin İslam'dır. İslam borkudu. İslam silahçı Allah'ın mütahhırdı. Çünkü şeriat kobaldardı. Delen elçan ve delen salvat kılıcı. Delen yavazırdı. Bu sulpstak milvo. Bu sulpstak ise Allah'ın bol karabel Allah'ın mütaverku. Vayn payhmar milvo. Vay payhmar Muhammed payhmarı deli Resul maşal kılıcı.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علينا وعلى السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Немаловажную, воспитательную, познавательную и развивающую роль в жизни детей играют мультфильмы. Они, с одной стороны, позволяют родителю отвлечь ребенка на какое-то время и самим заняться своими делами. Но на сегодняшний день появилось очень много мультфильмов, разрушающих детскую психику. И поэтому родители и воспитатели должны проследить, что они видят на экранах телевизора. Что такое мультфильм для ребенка? Это модель окружающего мира, поэтому дети склонны подражать тому, что они видят на экране, а всегда ли этот пример достойный, решать, конечно же, вам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Лучшее, что может дать, безвозмездно даровать родитель своему ребенку, это хорошее воспитание». Всевышним Аллахом на родителей и воспитателей возложена большая ответственность по воспитанию детей, и в судный день мы должны отвечать за них перед Создателем.